Всем привет, друзья! Сегодня у нас день живца. Полностью день посвящаем к ловле живцов, потому что у нас живцов нет. Приехали снять свою ловушку. Не взял с собой ни удочек, ни стульев, ничего. Думаю, сниму раколовку и поеду на мост за мальками. И что вы думаете? Встретил еще одного коми-рыбака, который умеет и который ловит. Вот, смотрите, Володя, который умеет и смотрит, может ловить живцов. Вот у него сколько ершей он уже поймал. Да, вот. Говорит, с утра пришел, по темноте не ловится, а сейчас, говорит, с 8 до 9, с полдевятого, да, где-то? Да. Начинает и ловится. Я вот 2 дня пробовал, не поймал ни одного ерша здесь. Оказывается, я просто не умею его ловить. Вон, поклевка есть. Снова сорвался. Оказывается, я просто не умею их ловить. Ты, наверное, чем-то это... волшебными приманками или волшебными словами, нет? Да, да. Обязательно. Янцы, когда не говоришь? Не. Не говоришь, изглазили, видишь? Да, да, да. Пока не включили камеру, рыба ловилась. Только включили, все, поклевки. Только успевал, да? Да, сейчас. Вот такие вот хитрые самодельные удочки. Мне такие, больше такие нравятся, меньше путаются. Тут за бобину залезет леска и мучаешься в темноте, слепой, не видишь. Сам сделал с деревяшки. Да. Эксклюзивные ручной работы. И можно их на продажу выставлять. Да. Фонарик-то включи. Зачем? Сейчас светло, да. Перестала. Все, так клюнула вот с катушки, которая поклевка была. Только дергает, а. Или... Осторожничают, а парыша не берут. Не знаю, я червями. Вот, то там клюет. Там. Да? Вот ты смотри, а. Вон какие некоторые здоровые ерши. Угу. Вон. Плавает, да? О, какой! О, вот его на малосолку бы. Да. Вкусно будет. А он помрет у тебя, наверное, нет? Наверное, он заглот. Заглотил, да, и вот желудок у него аж вышел. О. Вот такой самый, да, на живца, вот средненький? Да, самый то. Я специально кучок вон уже какой большой поставил. Чтобы не заглатывали. Да. А маленькие были заглот. Вот этот здоровый заглотил, этот здоровый кусок. Палки еще, он этот подохнет, он уже боком плавает. Тут собака иногда бегает, собаки кину сейчас. Собаки. Таких солить можно. Повезло такой собаке, ершей таких вкусных. Он кушает. Можно, конечно. А ты соленых ершей кушаешь? Я кушаю, но я не солил ни разу. О, видишь? Ага. Оп. Так что. А я 2 дня пробовал, вечером, утром приходил, не ловится. Надо плюнуть. Я кофе с бутербродом съел, видно запах. Вот оно что, блин. Оказывается, я кофе-то не пью, блин. Я кофе утром всегда. С бутербродом, видно, чувствуется запах сыра, колбаса и идет хорошо. О, видишь, он глубоко и не чувствуется даже. О, а сидит. Да, видишь, сидит. Чуть-чуть выше поднять надо, значит, нет? Чтобы... Я уже трогать не буду. Если берут, пусть берут. Тронешь, потом клевать не будет. И утром только час, да, ловится после рассвета? Ну да, но пусть может до 10, если... 8... А Вовка Батуров говорит, в течение всего дня клюют. Может, раньше клевали? Может. Вода, видишь, вроде бы падает сейчас. Вода падает 3-й день уже. Да. Запутался. Сколько ершей уже поймал, заготовил? 100? Ну что, может не будет, а штук 60 это точно будет. А что у тебя бутылка там пустая? Или у тебя другие? На берегу-то? Ага. Это я новый только спустил, сделал вчера. А так в 5-шках держишь? Да, в этих 5-шках. Палки еще не поставил. Не. Осенью как налима половил? А ничего, хорошо, и на 3 попадались. И 11 штук поймал. У тебя сколько? Ну, будет так. Я вес подсчитывал примерно сколько, но я забыл. Килограмм 100 поймал? Не, меньше. Меньше? Но я в этом году шугап помешала. Она в середине октября-то пошла, и у меня бутылки уплыли. А я-то убрал, а потом же потеплело, потом, я успел да, снова кинуть.
Ну я сейчас зимой уже поймал 3 400 самого большого. Вот сейчас? Да. Около 2 был, где-то кило 800, наверное. Чуть больше килограмма. Язь на малька. Я Ну. вчера... Так, вчера я не ходил никуда, вчера отдыхал. Позавчера принес 13 язей. А на малька, да? На малька. малек где И на, ты? и на червя. А, На малька и на червя. Запас был, делал запас. не было я. А налим только один, полкилошка где-то. 13 язей, один хариус и один налим. А я нет, я хотел вдоль берега. Думаю, тут как раз мыл во всю грязь несет, он всегда забивать будет. А вода прибывала, тем более очень много грязи. Сейчас становилось. А сейчас вроде бы Там падает. палатки это Абатуров, да? Абатуров, то потом еще кто-то сел. Вот этот красный новый кто-то, я не знаю. А у Вовки желтая? Да, первая. Ага. А этот, не знаю, кто-то на иномарке приехал. Ну видел ты, как спускался? Ну я сейчас тоже на Логане спустился, не знаю, поднимусь, не поднимусь. Тоже не взял ни это, ни лопаты, все в Ниве, а ребенка в школу привез, думаю, дай-ка это. Проверю, спустился. Тоже поднять хочу, на Совинский мост ехать за мальками. Так лопату, ты туда, так лопату, если вон у меня стоит, если А здесь я хочешь. или Да, я не замерзла, я смотрел сейчас это. Нет? Подниму, да, на Совинский мост закину, может там мальки залезут. Вон долбит, он сейчас что? заглотит Да там. пусть. Ниже надо кинуть. Заглотит сейчас. Опа, еще и запутался. На 3 не успеваешь, да? Не, мне 2. Удобно. Вот видишь, раз. О, да, хорошо. Блин, а я ни удочек, ничего не взял. Ну, вот чуть что, на мое место сядешь. Да мы с Владом Андроником договорились на Совинский мост уже ехать. Ну, за малявками. Или Да, там ловушки закинуть, малявок набрать. А ерши попадают там? Не знаю, еще не ходил в этом году. А, Посмотри, бывает, место найдешь возле берега. да, видишь уже сколько? Ну, штук 20-то Ну. есть, наверное, уже. А этот я приготовил вот так, чтобы раз, руку не сувать, хоп, Чтоб не и мочить, да. большой попал. Ну. Этот большой крякнет у тебя. Он, желудок ты его вытащил. Но я потом буду выливать, да. Мертвых уберу сразу. Ага. Вон собаки кинул. Тут у Тани собачка есть, Лора. Ей кину. Я солю ерши, я очень люблю солеными. Икрой тем более, вообще вкусно. А ты прямо целиком? Да, с кишками. Нет, а если вот этих мертвых собрать, ну это мало. Ну и что? Ну, ты крупных. Крупные они места много в бутылке занимают. Вот этот сдохнет, вот боком, который плавает. Да, ну. Крупные выбрал, с кишками прямо засолил. 2 недели в банке посолили с рассоли. Мгм. И потом, как окушка чистишь, с кишками этой икрой. Очень вкусно, ты чё? А я крупных не беру на живцо, потому что они очень много места в бутылке занимают, очень много соплей от них, и Ну, могут чё тут у остальные меня, блядь, задохнуться. их штук 10 даже не будет. Можно, конечно, по-литровую банку попробовать. Конечно. И таких крупных, тем более они как это, по 100 грамм, блин. Они жирные, с икрой. А на Пушкинском ваде вот так были раньше, вот, они по 20 сантиметров вот такие вот были. По 18-20 сантиметров ерши были. С икрой, вот их с очками ловили раньше. Не знаю, сейчас он ловится, нет. Там заморные, что ли, в ручье, говорит, с мешками ловили. Но это уже когда лет 30 назад было. Это где говоришь? На Пушкинском ваде. Ну. Ну это Там вот, на ручье. у Юрки жена-то, у брата-то. Отец же там и жил, за это и назвали Пушкин. А что, фамилия Пушкин была? Да. Ага. Мы как-то ходили с Юркой давно уже там по дороге. Пешком еще ходили. А больше я не ходил. А что, за а сетями рыбачили? Ну они-то, наверное, мы нет, мы просто так на озеро ходили. А. Как бы во время охоты осенью. А, с братом? Да. Угу. Блять, телефон. Понятно. Вот там, да, на ручье. Ну, год было там с очками Русановский, говорит, даже для свиней ловили это. Ага. Кормили. А там меня вот одноклассник угощал. Вот такие ерши, блин, по 18-20 сантиметров, блин, здоровые. Я таких ершей нигде не видел. Так, ну ладно, сегодня уже плана у нас на ерши нету. Подниму ловушку, да. Как-нибудь тогда Ну, надо. А вода упадет, может тоже здесь перестать ловиться, да? Ну, да, когда упадет, а пока упадет, можно тут наловить. Вот я за это и ловлю, пока тепло, думаю. Ну да.
О, видишь как? Вот это время, вот сюда приди, вот я с палки понавтыкал, а думаю, снег выпадет. Вот это хорошенький, да? Это самое то, самое то на крючок, живца. да. Ну, Надо. ты на крючок вот здесь сзади цепляешь, да? Вот здесь? За спину под плавник. Пробовал через анальный плавник вот сюда тоже вниз головой. А сейчас я цепляю за рот. Прямо Нижний. нижнюю челюсть аккуратно и в ноздрю вытаскиваю. И А, он... вот так что ли? Да-да-да. И? И он по течению идет, когда и нормально тоже получается. Он по течению, у него жабры снизу, то есть не забивает травой. А когда он за спину, за жопу, он, получается, жабрами поперек течения и с травой забивает жабры. А я за это ниже жабры и стараюсь, чтобы он вот так плавал. Посередине, когда цеплю, он, блядь, поперек вот так стоит. Да. Я просто по телевизору увидел. Мгм. Видишь? Ты-то мне не говоришь, как цепляешь. Ну я по-всякому пробовал, и так, и так. Блядь. Если налим хорошо ловится, он есть, он съест его раньше, чем он успеет подохнуть. И как надо, не мешает. Вот. Ну ладно, Володь, поеду я сегодня, планы так у меня на этом мост. Нет, вот А вечером как? вечером я, если наловлю, мне некогда будет. Нет, а на опарыша не пробовал, не А ловится? не, я что-то у меня черви, я еще и не покупал, надо сбегать, купить. Вон, там сидит уже. На всякий случай. Сидит. Вот видишь, Гена сам видел. Да. Да, вот. Вот я выбрал это место, я там пробовал, он везде лунки, везде. Тут начал клевать, вот здесь больше. Я рядом, не клюет. Я сюда, вот сегодня утром выдолбил. Смотри как, только успевай. Ну понятно. Да, вот сколько я уже сбился, сколько у меня тут. Ну тут вот мы раньше там на течение ловили, тоже. Да, вон Абатур сидит, говорит, тоже, говорит, ерши достали. А он уже там шишков уже натягал. Сегодня, говорит, мельче, вчера, говорит, покрупнее были. Там тоже ерш ловится, да? Да, вот тоже, говорит, натягал. Я говорю, давай, что ты, я говорю, не собираешь? А мне некуда. А потом не стал я ничего уносить ему. А ведро ему отнести, да пусть кидает. Он просто кидает на снег. Наверное, я не заглядывал, он говорит, мол, мне, говорит, куда? У меня, говорит, 100 штук уже есть. 100. А что, он вот так сидит, наверное, собирает. Запас. Ну, в тюрьму. А я не знаю, так он, блядь, знаешь, брехливый тоже мужичок. М. Вот ему кто-то Вон позвонил. там, он. Хохол, ловит. Женька позвонил с переправы. Я, говорит, перешел на тот берег. Там, говорит, уже мужики бегают. Видно, тропу натоптали. Понятно. Ну ладненько, пойдем сюда, чуть позже придем. Я уже не подготовился сегодня. Надо еще выскочить. Я на Логане приехал, эту горку спустился. Так если я как-то на семерке сюда спустился, лень было пешком идти, потом полдня потерял, блин, пока выезжал. Ну, я не знаю, подумать, нет, блядь. Сейчас. Ну, Говорят, ладненько. вот еще день холодно, а потом, говорит, морозы будут. Это мне все у Антончика. А на лыжах что, никак перейти на тот берег? Ну, я не знаю, потому что пишнет так, чик, и сразу проваливаешься. Ага. Здесь. А еще и снег выпал, он не замерзает, Да, еще да, хуже. еще Ну. тепло, боишься, было бы минус 7-8, блин. Правильно, не хрен рисковать. Конечно, я боюсь. Пока нормально замерзнет, тогда уже. Ладно, давай, Бурок, ищи. Все, давай, пока-пока. Ну, давай. Так, ладно, Володе не будем мешать. Сколько ершей натягал. Ну, у нас сегодня немножко другие планы. Сейчас поднимем раколовку. В прошлый раз был один ерш. Сейчас посмотрим. Не взял с собой ни пешню, ничего. Надолбим. И бутылку еще там на ручей кинул, тоже поднимем. И поедем на мост. Будем ловить сегодня гальяна речного. Ершей как-нибудь в другой раз половим. У нас опять потепление, как мы видим. Майна вообще не замерзла. Сантиметр льда всего, который и тот уже почти весь растаял. Ладно, пока хватит. Сейчас посмотрим. Ведро даже пока мочить не будем. Пустая. Ну,
уберите, фильтрували, сували там тоже на малявку. Ага. Ну, уберите. Ну и там еще на ручье я бутылку 5-литровую кинул тоже. Мишель, ten пишняк olmasa. Не, О, а сейчас тачанина можно быть? пока нет. Жужу дабо. 1,5 км. Он? Кылан, Мишель. Покинуть, чтобы никто не провалился вот так Ну, вот. если я кылан. О, сейчас мы тачи чурма, уже все картала. Ну давай, давай. Ну, медола. Ты что, медола уже туда снова. Да-да-да. Пойдем на Соинском мосту попробуем. Там малявок, может, поймаем. Да, не блин, да? Да, в Альберисе. Ну, чисто бурапыры. Да, это сам тайпыры, а? А мы таджи, вось да, мы. А ты перинцы, стоишь, как это? А, только ты собирайте. Да, так вот. А, отлично. Вообще компактные, хорошие. Ну. Альберисе, не я буду, да? Что-то 350, 315, когда как, вот так вот. Ладно, пойдем еще посмотрим пятишку, да и ехать надо на мост. А ты же там и короче. А, 5-литровый? Ага. А, ну нормально, да? Ну, Рожище очень. чеджик только нормальный. Эти турами, это специальные очень. Ага. Есть придумленные уже минами. Есть бутылки с широким горлышком. Но тая ичичик сами больше специально ведем туры. А медоскар таджи пуктан, кина таджи кутыштан. Но позже, но мы таджи приспособить уже удобно. Мы таджи чуя. Хорошо, хорошо. Мям сыны уже друзья. Тая ичичик как раз тура, таджи то чуя, таджи то. Ага. И ведра из кишки. Ну. Все понятно. Все, знаешь, до автоматизма. Все понял. Ладно, пойду посмотрю, там еще малявок. Сейчас бы шла. Ага. Так, ну вот наша вторая ловушечка с бутылки. Тут вытекает ручей Пармашор. Вот из-за этого вот эту деревню назвали Парма. Вон Володя проживает здесь недалеко на Почтовом переулке, а деревня Парма у него есть дача, где они летом с супругой живут. Наталья, привет, если смотришь видео, знаю. Канал Коми Рыбака не смотрят, правда. Вроде бы как на ютубе. Ну-ка, что там? Ох, ёрш один. 2 ерша влетело. Малька нет, а 2 ерша влетело. 2 ерша. Так что не зря, так сказать. Пока закинем. Может быть, пригодится еще. Ладно, пошли. Ну что, думаете, ловить живцов это просто? Это очень серьезная операция. Вон, видно, да? Как мы нагрузились. Вот Влад. Всем привет. Тоже нагрузился не меньше. В общем, идем во всеоружие. Взяли весь арсенал наших ловушек. Взяли тюрьму, если что, большой запас поймаем. Взял своих котов, хапуг, ведра, комбикорм. Все взяли. Идем на рыбное место. Там, где живет речной гальян больших размеров. Как говорится, попробуем наловить запас на долгую зиму, если получится, дай бог. Будем стараться. Да. Погнали. Погнали. Раньше можно было проехать, ну, сейчас лучше дольше идти, чем быстро ехать и потом долго мучиться. Бровку эту мы уже не перескочим. Погнали. Ну да. Лучше бы его вообще не было, чтобы на машине можно было проехать. У тебя сани?
пошире немного, не переваливаются. А у меня как кошка туда-сюда. Здесь река не замерзает ни в какие морозы, да, вот этот перекат. Народ ходил, нет? Что-то вода, блядь, прибывала. Лед есть? Есть, не пробивался. Лед есть, это хорошо. А вот туда уже переходить очень и очень опасно. Вроде лед есть, но он там постоянно промывает. Морозы замерзают, чуть оттепель, под снегом все тает. Что-то далеко пошел, нет? Я здесь ставил обычно. Тут где-то отмель есть, неглубокая, типа кочки. Возле кочки тоже это. А, камеру забыл, блин. Камеру-то я не взял. Блин. Ну, думаю, на запах комбикорма. У тебя гранулы-то, наверное, будут здесь пролетать мелкие, да? Нормально? Нормально. Разбухнут потом, да? Так. Какой лед еще здесь? Ну, вон, сколько у нас арсенал всего-всего-всего. Здесь и ловушки, здесь и хранилище, так сказать. Так. Наверное, в разных местах надо. А лопату не взяли, да? Я взял. А взял? О, думаю, блин, я это... Это хорошо. Сейчас приготовим луночки, майночки. Взяли 2 пешни. Влад там. Что, сколько лед? Сантиметров 20? Так, а я попробую. Вон что-то там тоже или ловушка, или что-то стоит у кого-то. Тут знаешь, что рыбаки, мне это не нравится? Оставляешь палки, им лень в лес идти за палками. Они обламывают, а потом ищи свищи. Я, блин, камеры искал прошлый год. Подводной, еле нашел. Вот это зря, конечно, они делают. Все. Вот там, а мы, наверное, где-то вот... Давайте вот здесь вот сделаем. В разных местах, наверное, будем делать, да? Искать их. Поработаем, зато потом запас сделаем, уже спокойно будет все. С запасом-то уже веселее. Так. Для меня левая рука еще болит после того, как весной упал. Каждый удар отдается. Да, здесь лед уже нормальный. Охрененно нормальный. До сих пор еще не пробил. Ух ты! Подсачок-то придется тут. Надо было пилу взять. Да, я тоже думал, надо было пилу. Что-то... Не знаю, он только-только пробил. У меня тут сантиметров 30, наверное, блин. Лед. Ладно, что, поработаем. Так.
Влад уже продолбил одну майну. И попробуем сразу ловушки ловушками. Попробуем половить небольшой запас сразу на вот такую хапугу. Ну, кот. Нет, кот четырехлапый, это не помню, как уже называлось. Сейчас проверим сначала, как она, что там, как работает. На суше сначала она должна раскрываться вот так вот. Раз, опа, видишь, это четко работает, смотри, видишь, вон. Вон, это четко работает, а четырехлапого я, блин, и так, еле-еле это раскрыл. Ну-ка, блин, забыли камеру, сейчас бы с камерой это, конечно, лучше было бы. Раз. Нифига себе, глубина здесь. Метра 3. Оно, видишь, иногда бывает, малек плавает по поверхности сверху, да. Снизу нет ничего. Кот раз закрывается, блин, и проходит через мальков в закрытом состоянии уже, блин. Вот сейчас бы была камера, посмотрели бы, что там, как там, что за движуха. Можно немножко комбикормчика, пару гранул посыпать еще. Или сначала так попробуем, а не бывает так, что налетают сначала. Да, интересуется. Сейчас, сначала так закинем, потом, если не прокатит, закинем. И пока делаем майночки под ловушки, возможно, немножко Галяна соберется. Так, ну что, минута прошла. Давай попробуем сразу, не отходя от кассы. Ну, с Богом. Раз. Пока нету. Пока нету. На дурнину не прокатило. Здесь глубоко. Ладно, оставляем это хозяйство пока здесь. Оставляем. Сейчас немножко подсыпем комбикормчику и в разных местах. Да, второго можно сразу сюда залезать. Да? Но... Сейчас сделаем. А второй у меня вот этот четырехлапый кот. Вот он уже немножко так себе. Он уже менее нравится, скажем так. Если раскроется, да, но он может не раскрыться, понимаешь? И хрен его знает, без камеры ты не видишь, он раскрылся, не раскрылся. Видишь, у него тут даже комбикорм немного остался, видишь? Видишь, он что делает? Он раскроется, он не раскроется, вот так вот будет. И хрен его знает, вот. Это пружина, да, слабая? Вот да, как-то их вот эти пружины расправляют. Но я, может, не в ту сторону расправил, блин, может. Как-то их делает это все дело, конечно. Но, говорю, мне тынк, по идее, вот так вот раз, вроде раскрылась. С камерой это видно. Так ты его не затягивай, ты верхний шип сильно. Я попробую, конечно. Побольше. Видишь, 150-ю лунку хорошо. Здесь больше, чем 150. Ну так-то да. Ну, будем надеяться, что раскроется. Здесь уже вроде чуть помельче. Ну, хрен его знает. Будем надеяться, что раскроется. Сейчас вот это... Там немножко есть комбикорма. Туда немножко подсыплю. Там течение, мне кажется, снесет, я так думаю. Где мы там продолбились, там, наверное, течение задевает еще. Ну, сейчас посмотрим. Там везде. Не идет, не видно. Если мелко, то видно, да. Ладно, посмотрим. Где-то вот здесь есть отмель. И Тут вот где-то коса. бугорок такой. Ну и там
типа ключа. Весной в первую очередь там промывают. У меня палки стояли, потом 5 ловушек было, и еле-еле их достал палкой. Все промыто было. Именно в том месте ключ пробивает. Сейчас немножко комбикормчика здесь тоже кинем. Пусть пока. Остальное сейчас приготовим. Майночки везде, там. И накидаем весь запас ловушек. Да вроде как. Да нет, вроде бы течения нету здесь. Это же карьер, да, получается? Тут говорят, была река, там здесь выкопали карьер. Забирали для строительства дороги вот этой Печорской магистрали. И потом это все карьер затопило водой. Тут даже вот это где-то вот бровка, тут вот есть типа дамбы такая, отмель типа. Нету течения, нету, здесь комбикорм прямо падает. Сейчас найдем. Он здесь есть, но временами бывает полностью, он сверху до низу вот как стеной стоит. Иногда бывает в верхней части, иногда в стороне. Но я так думаю, где-то да где-то. Ловушку ставили, все равно ловушка идет. Я здесь как-то ставил, как ее, верш, вот такую большую. Мальки забились, но там через ячею уходят очень много. Остаются только крупные самые. И на лим влетел вот такой грамм на 800. Ладно, пусть пока это все будет. Пошли долбить. Одну. Тут ближе к берегу. Лед потолще там. Вот. Ну, когда уже дырка есть, по краям уже проще выдалбливать. Так, друзья, мы славненько потрудились. Вон, выдолбили майну. Где-то примерно больше метра в диаметре, метр 20, метр 30 где-то. Лед 20 сантиметров примерно. Нашел вот возле берега неглубокое место. Здесь вот, по крайней мере, дно просматривается. Мальков пока нет. Если малек появится, попробуем на сачок поймать их. А пока сюда закинем раколовку. Взял с собой раколовку. На первое время. Всю зиму, конечно, я такую майну долбить не буду. Потом будут ловить у нас маленькие ловушки. Там хоть майночки будет поменьше, надо будет долбить. Тут это очень трудоемкий процесс, энергозатратно. Весь мокрый уже. Но майночка сделана. И потом, если малек будет идти, ну пока вот я ничего не вижу. Ни одного малька я не вижу, но надеюсь, может быть, ночью что-нибудь да подойдет. Посмотрим. Проверяем все возможные варианты. Сделали уже где-то около десятка майночек в разных местах. Там возле берега, на середине, возле течения, возле фарватера, вот тут вот все. В разных местах накидаем ловушек. И те ловушки, которые будут работать лучше всех, остальные там и сконцентрируем. А пока пошли устанавливать ловушки и глянем, что в наши хапуги влетело. Пойдем. Что нету там? А, ну хорошо. В тюрьме? Крупные? Хорошие? Ну, одна хорошая, две-то не очень. Ну, видишь, обрыбился уже. С открытием сезона поздравляю тебя. Первая рыба в этом сезоне зимнем, да? Нет? Я уже червяков половил. А, ну молодца. Ну что, глянем, что там улетело, нет? Хрен его знает. Ну, что, давай лопату, наверное, эту снеговицу берем, чтобы... А сейчас, может, наоборот шугнешь, будешь шуметь этот самый. Да. А там же глубоко. Ладно, пробуем. Мне кажется, там на глубине навряд ли что-то. Пусто, видишь? Не хотят они без кушания. А там мелко для этой хапуги, да? Где плавает-то? А что ей этот самый, в принципе, мелко? Может, они сверху плавают? Нет, ей надо, чтобы хотя бы вот такая глубина была. Есть такая, да? Такой? Нет. Нету?
А в другом месте закинем сюда ловушку. Вот возле берега попробуем закинуть эту. Да, комбикорм покрошить. Может в другом месте залезет. Если тут-то времени прошло уже полчаса, наверное, блин. Ты уже с ведром идешь, да? Конечно, я думал, все, сейчас будем сразу засаливать. Ух ты. Не тут-то было. Ну. О. Глубоко, глубоко. Тут тогда, я говорю, малек весь плавал сверху. Он в глубине-то захлопывает, а сверху малек уходил. Сюда закинешь? Да, кину это, пускай пока тут стоит. Ну да. Ни хрена у нас майночек уже больше, чем ловушек стало. Или каждую пятишку отдельно. Не, по пару штук можно будет кидать мелких 5-литровых-то. Сейчас я туда эту кину. Раколовку на мель. Или там, видишь, я просто уже лунку большую сделал. Майну. Ну если сделал, так что, пускай там. Да, ну пока я не видел. Пока первый раз маленькую сделал. Маленький такой маленький малечек один проплыл и все. Не знаю, может вечером подойдет. Тут раз ты видишь, с камерой это хорошо. Камеру отпустил и видно, подходит она, нет. Да. А что-то я камеру забыл. Ну-ка, гляну. Подлетела, не подлетела. О, один есть. Видишь, а там нет. Видишь, за 5 секунд один влетел уже. Обрыбились, давай тащи ведро. О, значит, здесь мальки плавают. Еще и заячаился, что ли, блин. Вот так вот не надо. Точно заячаился, блин. Сейчас все и подохнет. О, первый есть живец. Так, попробуем там, возле берега. Видишь, тут буквально полминуты и уже влетел, блин. Сейчас посмотрим. Пару гранул, наверное, комбикорма подсыпать может. Но это потом уже, если надолго. О, что-то или показалось, или что-то... Такое ощущение, что блесканул малек. О, тут видно, я вижу, вот по крайней мере верхушку вижу. Если он раскрылся. Тут чуть мельче получается, чем там. Вот этот белую звездочку, через которую лески проходит, вижу, вот получается метр до него. А когда спускал, или показалось, или что, кажется, блескануло малек. Ну. Да его тут тоннами, блин. Полностью с камеру смотришь, от верху до низу все битком забито. И крупный, да, видать, здесь это кормовая база хорошая, вода хорошая для них. Ну да, я когда в том году осенью заготавливал по открытой воде, он прям пластами, слоями все стоит, и тут прям немерено его просто-напросто. И бесконечность, и крупный. На Печоре нет такого крупного. Сколько гранул надо было. Ладно, что-нибудь, да столько ловушек все равно влетит. Да, это по-любому где-нибудь. Не видно, нифига. Что, комбикорм взял? Не, можно будет поднять, вытащить, а потом как бы оставить его для этого, знаешь. А, ну. Посыпать, чтобы лишний... Давай сейчас подниму сначала, посмотрим, тут есть, нет.
О, тоже один, да? По одному так и будем черпать. Главное, что он есть. Главное то, что он есть. Сейчас постоит она, этот самый гранулки сверху. Цепанем. Вот это мне нравится, шестилапая. А четвертая похуже разгрывается, которая четырехлапая. Это вообще идеально, блин. Только лунку хотя бы надо 150-ю. Ну, буришь, сотка мелковато. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Ну, сейчас пока эту закинем. Как его, раколовку. Сюда может что-то и постоит. Немного успокоится. Там же тоже я камеру отпускал. Первый раз сначала вроде влетело. А второй раз уже они осторожничают. Они уже не это. Ну а потом... А потом тихонько вот намели. Вот там, считай, намели я одну, которую, вот, ну, самая мелкая-то, вот, ходили, смотрели. Угу. Подходить стал, и видно, малек Уходит. уходит. Аккуратно. Видимо, шум этот самый. Ну. Чуть-чуть постоял. Она хоп, подуспокоилась, и смотрю, опять стали стягиваться. Ну, сейчас потом посмотрим. Пойдем это раколовку закинем пока. Короче, по рыбине на брата уже. Забыли, у нас же еще четырехлапый кот здесь. Четырехлапый. Не нравится мне он. Хотя, если малек есть, он и сюда лезет, если он хорошо закрывается. Если он хорошо раскрыт был. Вот тут 2, 3. Вот смотри, какие хорошие здесь. Вот тебе крупный. Вот это да, совинский, крупный. Вон какие. Вот это живец, так живец, как ерши, блин. Ну, сейчас его поставить, может, сюда тоже пару грановок. Так. Да, пока это. Пусть потихоньку собираются. Мне кажется, они, если верхней части не успевают это, вроде раскрывать. Видишь, оно как-то по-идиотски раскрывается. Вон, видишь? Как-то вот это. По-идиотски. Так вот. Не знаю, сделали хуже, лучше. Но что-то сделали. Что-то сделали. Может, так и руками. Все равно. Та намного лучше. Угу. Шестерка. Это так себе. Ну, поймала же. Значит, что-то раскрывалось. Ну-ка, течения нету. Нет, хорошо падает вниз прям. Не носит. Течение. Ладно, пойду раколовку пока закину. Ты все уже ловушки закинул, да, свои? Эти, да. Крупные. Вроде бы все. Сейчас палок наломать. Палок да надо вот эти 5-литровых тоже покидать. Так, ну что, подошел малек, нет, к нашей майне. Сейчас посмотрим. Не видать. Пока не видать. Сейчас раскрошим немножко. Прикормки немножко подсыпем так. Опа. Вот, остальное. Остальное сюда оставим мешочки. Так, 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 так. Так, так. 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 Раколовка хорошая вещь, конечно. Но под нее надо здоровые майны рубить. Зимой морозы это тяжковато. Так, вот так. Готово. Веревку не взяли, попробуем вот так вот.
Вот так вот. Петелечки сюда вот так вот хапок. Хапок. Вот так вот. И вот так вот. В идеале было, конечно, бы длинную веревку кинуть. Вот так вот. Ага. Подискосок немножко легло. Дно неровное. Под уклоном идет. Как-то вот так. Уберем сразу, чтобы не мешалось. Площадку такую сделаем вокруг майна. А то сами же потом ходить будем, поскользнемся и провалимся потом в свою же майну. Ну вот, закинули. Ловись, рыбка. Мала и велика. Тут-то майна тоже нехилый это выдолбил. Ну лед тут не толстый, да? Да, лед не толстый, что надо. А так не видно нифига. Ну плавали мальки, как я говорю, когда этот самый изначально-то. Так не видать пока. Ну тут мелко, если малек лезть будет, можно будет, если не толсто. Возле берега там, если не будет это, в раколовку, сюда раколовку пульнуть. Видишь, хорошо с грузиками, да, ну, как Ванька-встанька сразу, хлоп. И встает, а без грузова нам может на дно лезть вертикально и уже не встанет. Может на крышку вертикально тоже. Я как-то накидал камерой, смотрю, кто так лежит, кто так. Потом вот начал вот эти шпингалеты туда вставлять. Че, сколько времени? Полчаса прошло? Больше? Пойдем посмотрим. Урожай снимать будем. Сейчас будем рвать жаберья, да? Ага. О, уже аж играет в этом. Чувствуется. Слышно, да? Ух! Вот это я понимаю, рыбалка. Тоже, считай, темная, да? Коричневая бутылка не лезет, это тоже темная, но с дырками, видишь? Ну да. Вот так вот надо. Надо вот так. Там еще один остался под пластиком. Вот это уже другой разговор. Еще там есть. Тоже фильтры есть. Вот. И легко и просто все, да? С тонкой этой пятишки и тут толстая. Они, наверное, думают, сейчас мимолетом пройдем, прокатимся. Ага. Чуть-чуть добавим бекончику. Бекон сюда, да, вот улетел. А, мы знаешь что, Влад? А? Давай второе ведро пересыпем, и там на дне останется комбикорм, и потом А у это. нас пока комбикорм этом самым. А мы сейчас Ну, чтобы сделаем их. рассортируем потом, да? Да. Думаю. Надо-то буквально пару гранул, блин. Не надо никаких этих прикормков, да, обыкновенные комбикормы, все, блин. Ну. Тут тоже глубоко. Ну да. Ну не так, там еще глубже, где мы сейчас закинули. Надо туда палки брать, что такое. Поехали дальше. Да, крышку можно пока не таскать. Не.
Хрена тут тоже майночка у тебя. Еще так не слышно. Поменьше, намного, да? Да, не слышно даже, поднимаешь. Там-то прямо аж билось. Чувствуешь? Отдавала в руку. Ага. Десяток, не больше. Ты в руку давай сюда. В руку Да я я просто чтоб комбикорм думаю, нет. Ну нет, наоборот, вот в руку мне комбикорм, я потом выкину. Так, стоп, стоп. Все, давай. Вот, Тут, неправильно, видишь, с этой фаской. Ага. Так, стоп. Еще один. Так, все. Еще один остался. Так, ладно, гуляй. Вон. Обратно. С комбикорм потом это оттуда сейчас мы перельем другое ведро, чтобы не кисло лишнее. Угу. Да, все равно надо будет воду поменять, ну как бы. Угу. Сюда, значит, вроде и майна большая, да? На ночь можно оставить, может ночью и летит больше. Там потом видно будет. Так, у тебя сколько этих Сколько? фильтров? 5, по-моему. 5? Где проверили? Тут вообще нет, да? Есть Одна? 2 малька. 2, ну пусть плавает, что за них. Да. Комбикорм пересыпать из-за них. Блин. Смысл, ну. Видишь? А течение получается на середине нет, да? Да, надо Поменьше. передолбиться, может быть, даже. Ну на ночь пока можно, наверное, оставить. Или что, сразу будем передалбливаться? Ближе к берегу. Здесь-то вот не глубоко, он видно ее прям. Это И- я недавно только поставил. И малько видно было. Это свежий фильтр еще, да? Это свежий, тут тоже он. Которые были и все, да? Штуки этот самый. 4. 4. Но это еще из всех меньше стоит. Чуть последний. Ну все. Ну и то. Получается Одна хорошо. это 4 у тебя, да? Раз, два, три, 4. самое. Получается. 4. А, 5-е это я поставил, где мы сняли этого кота-то. Я ну, туда то- поставил. только. Ну, что мы только ее воткнули. Ну. Смысл. Здесь у нас только бутылка, только что поставленная. Не знаю, малек есть, нет, плавает, нет, видно, нет. Не видно ничего, пока она стоит, правда, как-то по-идиотски. Ладно, пусть пока ловится. А дурнину попробую еще это кота выдернуть. Нету. Их, наверное, смысла вообще нет оставлять. Эти-то не. Сейчас второго. Где у нас второй кот? Там, да? Возле берега. Пока ходили, уже начало смеркаться. День короткий, зимний. Ну, столько ловушек наставили. Все равно что-нибудь да влетит. На завтрашнюю проверку уже точно хватит. Может быть, завтра еще сходим ершей половим. Так. О, уже веселее. Уже веселее. Видишь, возле берега там не работало, а здесь немного покрошили. Штук 15 уже влетело. О, через ячую некоторые аж идут. Хорошо в такую погоду живцом заниматься. Ну, вот и надо сейчас вот именно такую погоду. Вон один еще на льду. Так. Хороший котик.
Нет, не кот, это по-другому. Тот кот четырехлапый вроде бы, а это шестилапый по-другому. Я не помню, как он назывался. Малек или как-то этот самый. Ладно, пусть ловит. Так, надо, наверное, это... А второе ведро далеко у нас там. Просто думаю... Я сейчас пойду. Сейчас, подожди. Эти комбикорм немного возьму. С этого. Сейчас палочки подвезу. А у нас долбит, у нас же... Мы снимем. О, нет, подожди, вот так вот. О, Ну, считай, тут снимем, там снимем кота и этого малька снимем. и сюда и закинем. Закинем. Ну да, что долбиться лишний? Да. Блин, одна голова хорошо, две лучше. Опять снег повалил. Блин, сейчас наледи опять на реке будет. Не успела замерзнуть, наледи еще будет, блин. Но завтра долбить не надо будет, хорошо, лунки будут все. Ну да. Так, продолбили еще одну майну. Тут лед хороший, толстый уже. Видать, и трава, видишь, здесь вот это трубчатая, это как ее. Не знаю, будет, не будет здесь. Ну попробуем. Влезет или еще? Не, блин. Комбикорм есть там, да? Я закинешь, можно будет еще потом додолбить. Мелко что ли так? Ну не глубоко, да, вроде как? Пусть пока побалдеет. Посмотрим. Видишь, где есть, так все равно те хоть и недолго стояли, а Сразу, да? завалит. Поэтому постоял, а толку нету там. И там Тут- течение, вот где мы, считай, ничего не ловили, туда вот закинул. Течение, да? Да, потому что ее унесло прям так на... Ну, видишь, на течении нет, получается. Тут-то по-любому стоячее. Тут я, знаешь, что вот этот сачок взял? Думаю, если лед, правда, толстый, но был бы малек, можно было большую одну вырубить. Но у меня там надо, знаешь, вот этот под квадратный-то, у меня вот такой надо майну, вот такую. Ну да, у меня такой же сачок. Вот такую надо херачить, блин. Да не, в ловушке-то по-любому поналетит за ночь-то тут. Да, я смысл, не буду больше, да, у меня так вот. А эту оставлю раколовку пока на ночь, уже раздолбил, если. Ну да. Вот. Что, пойдем эти посмотрим, Ваньки-встаньки? А, Ванька-встанька, точно, блин. Ванька-встанька и кот, блин, думаю, само вылетело, блин. Ну, а как называется-то? Это Ваньки-встанька, это кот. Только не знаю, который из них, шестилапый или четырехлапый, блин. Сейчас сам не думаю, вылетело, блин. Еще и майну такую выдолбил, да? Сетку ставить, если только. Да, сюда как раз можно. Бульк. Думаю. А ну что, скажу, палочка подходить. Ну да. Смотрите. А где у нас? Так, ведро у нас там. А это... А где кот один там, а второй четырех? Вот. Здесь тут же тоже влетело, да, было? Да. Ну тут меньше было. А ведро где? Вода даже не замерзает, снег. Плюсовая, плюс 0, плюс 1 сегодня температура. Раз. Нифига. Херня это. Или малька здесь мало. Там-то вот, видишь, хорошо улетело. Надо там майну рядом продолбить еще одну. Погреться. И рядом там закинуть. Там мы покрошили. Там, наверное, сейчас летело. Аккуратно подойти сразу. Чмырк. Там слишком мелко. Там, ну, вот сюда вот где-то, да? Еще шлепнуть. Тут у нас что? Тут бутылки с банки привязаны. А, бутылку. Сейчас. Да, за раз только ловушек еще не закидывал. Тихо, тихо. Меня тут нету.
Меня тут нету, это не я, это просто, это заяц. Ну, немного тоже есть. Удобно, что вот, допустим, не надо это, майну там все такое долбить, да? Ну да, что? Ледобур если есть. Сколько, штук 15-20 есть, да? Да. 10-то точно есть. Вон, я там заячаились 2 штуки еще сверху. Одна-то вроде нет. Одна точно туда мордой смотрит. Нет? Вошел? Ага. О! Вот это мне нравится. Да и тут, походу, и малька больше. С камерой хорошо. Камеру кинул. Да, посидел, хоп. Посмотрел, залезли. Дергай, все. Все равно. На удочку бы столько не поймали. Наверное. Хотя хрен его знает. Если в 2 удочки, то быстренько хлоп-хлоп-хлоп. Ловил же на удочку. Поставлю пластиковые. И пока руки не замерзают, хлоп-хлоп-хлоп. Штук 50, бывало 70 поймаю на удочку. Да, Дела. Как дела у нашей раколовки? Как дела у нашей раколовки? Мне кажется, сюда ни хрена не залезет. Она вообще мальков не видать, и она боком вот так вот стоит. Ладно уже, не будем передалбливать, пусть стоит ночь, потом видно будет. Ну-ка, тут глубина тоже, мне кажется, тут, не знаю, кажется, не будет ничего. Очень глубоко здесь для малька. Видишь, нету нифига. Все равно бы пару штук да влетело. Так что надо будет другую долбить на мели возле берега. Заодно и погреться немножко. А, ты ту продуктивную тащишь? Летели? Ну-ка. Я просто думаю, интересно, это разовая была акция или тут все-таки подшипило, надо здесь где-нибудь этот самый раздолбить, переставить. Тут, видать, не разовая акция. Да, значит, тут малек нравится ему это место. Столько же почти, да? Ну да, Закончено, он хорошо, да. Штук 50-то по-любому есть. Видишь, место от места тоже как бы зависит. Да, значит, будем к этому поддавливаться. Чуть-чуть их самых сейчас. Гранул, да. Ну-ка, если только отсюда. А ты то ведро принеси, это. Чистой воды набери оттуда. Или можно отсюда, она тоже чистая. И сейчас мы перетарим их сразу. И заодно посмотрим. Чистой воды. Вон комбикорм. Сегодня мешок комбикорма купили. На развес не продают. Чтобы поймать малявок. Чтобы поймать малявок. Потом наловить наливов. Наливов, Да. физей. Так что мешок комбикорма теперь надолго хватит. 1250, 1280 что ли? Так, ну-ка, вот сколько там их. Так. Подожди, я сейчас сюда тебе еще кину немного этих гранул.
Блин, все. Ага. Вот. Вот это так надо. Вот это хорошо. Да. Так, прошло минут 10-15. В траве, в траву закинули фильтр. Сейчас посмотрим, стоит, не стоит сюда вообще долбиться, кидать что-либо. Тут никого. Ни одной. Вот так вот. Не везде он есть. Где-то есть, где-то нету. В траве вот нету его. Здесь есть. Влад пошел там долбить. Там у меня Ванька Встанька. Рядом с Ванькой Станькой тоже сейчас луночку сделаю. Погреюсь хоть. Так. Переставил одну ловушку, фильтр. С той лунки, где ничего не попалось, где трава. Поставил рядом с Ванькой Станькой. А эту сейчас мы будем раздалбливать лунку, чтобы сюда переставить нашу раколовку. Потому что здесь малек есть 100%, а там что-то сомневаюсь, что что-либо там есть. Так. Пока здесь тоже ничего нет, но здесь был. Это, скорее всего, я долбил, расшугал всех. Так что отдалбливаем. Майну сделаем побольше под раколовочку. И закинем сюда. Переставим, вернее, раколовку. Что-то, мне кажется, там возле берега ничего она не поймает. Фу. Зато согрелись. Отдолбили майну. Но сейчас, пока почистишь, еще раз успеешь потеть. Потому что очистить лопатой отдолбленный лед уходит примерно столько же времени, сколько и долбить. Лед уже здесь сантиметров 30 возле берега. Ну, в принципе, можно было еще постараться чуть шире продолбить квадратную майну и на сачок попробовать. Не будем уже баловаться. И так влезет в ловушки. Наловили же, наловили. На раз хватит. А завтра, думаю, урожай снимем неплохой. Зафигачили. Майночку еще. Фонарика тоже не взял. Сейчас посмотреть там, да? А это не пробьет, наверное. Да. Не пробьет. Чуть-чуть вот немного, но хрен его знает. Тут у нас это стоит, да? Ванька, Встанька. Сейчас закинем сюда. Блин, зря ту. Ну видишь, зря, откуда знаешь, Да, там. да, все равно пробовать. Мы тоже вон сколько лишних продолбили, как говорится. Ну, там-то- убрали, потому что Там-то да, я смотрю, ты туда пошел, думаю, там течение же, глубина там. ну, тут А. тоже глубина. Там если только знаешь что кинуть, если уже майны готовы, привезти где-то я посмотреть, у меня верши есть. Верши кинуть, может ерши залетят. Тут же ерши тоже есть, блин. Наверное. Мне как-то тут налим летел грамм на 800, вершу вот эту. Куча мальков, но там мальки все ячеятся, остаются вот только вот такие крупные. Там, Да, сейчас мы проверим и еще одно ведро, я думаю, снимем. ну я так думаю тоже, да? Мальков. Тоже так Я думаю. думаю, пока не стемнело, проверить, ну, как говорится, закинуть и все, что собираем. Выходим. Давай сейчас тогда это... Сначала раколовку кину, потому что при выходе посмотрим еще в последнюю очередь эту раколовку Давай. под фонариком.
Сейчас пусть Ванька, Станька стоит, я приду, ты ее поднимешь, мы закинем, а Ваньку, Станьку куда-нибудь, есть же еще Майна, туда. А зачем? Мы сейчас будем собирать уже. А Ваньку уберем, да? Конечно, что у нас тут будет? Понятно, сейчас принесу. Так, ну чё, здесь получается напрасные слова. Тан-тан-таран-та-тан-тан. Напрасно, все напрасно. Вон. Да не напрасно, слушай. Да, тут мальки влетели. Блин, сейчас можно будет тогда это. Вот тебе и напрасно. Вот тебе и мальков там нет. Тащи ведро. Я сейчас там это выдолблю под сачок уже, что, чтобы там все равно мельче. И попробуем с большим сачком, если что, уже, если уже выдолбил. Кажется, блин, не проверивши, решили выдолбить. Знал бы, не стал бы долбить тут. Знал бы, что там залезло, я бы не стал тут долбить. Надо было проверить. Надо было, я посмотрел, там ничего не плавает, а видишь, вечерком залезло на мели. Как говорится, Я думаю, поперспективнее будет. тут-то да, ну смотри, тоже. Вон. Угу. Так. Тут у нас мешочек есть с комбикормом с собой, нет? Да. Давай сюда прямо так вот цепанем немного на дно. Тут мешочек, или в принципе лучше мешочек, наверное, Да не, а что, так, Так. будет? Да, нормально будет так. несколько грамм. А вот эти дырки прям. Все, а сейчас попадают. Уже я больше. Так. Че? Веревку давай привязывай сразу. Я пока эту подниму. Ваньку, встаньку! Вставай, Ванька! Хрена лысого. Шуметь. Шум не любят, что ли? Шум не любит. Вокруг шу, не кипишу. Так. О, Прям Лови. размер. ловись, рыбка. Ну, я примерно же помню, как мала и велика. Так. А туда сейчас я все-таки, если выдолбили уже, или не будем баловаться уже с Да, очком? ну, мы сейчас проверим, я думаю, там у нас полные эти. Что вытаскивать придется 2 раза ходить. Столько Думаешь? рыбы наловим. Думаешь? Ну. А сачок туда, наверное, не влезет, да, пока? Вон зато, какие красавцы. Здесь это что за херня залезла? Ручейник? Ну, он какой здоровый ручейник, видишь? Ага. Летел. Вон. Вот это мальки, я понял. Как гальяны озерные, блин. Их даже можно на крупный крючок пихать. Да, конечно. Да, положил бы, да и все. Или чтобы видно было. Ну. Ладно. Так, это сразу туда тогда убираем. Что, пошли собирать урожай? Сразу же, вот когда попадает, так прям чувствуется, не начинает там суетиться. Вибрация, да? Ну, поэтому. О, штук 50 есть. Даже на палку отдают, на веревку, да? Да, на веревку поднимаешь. Плохо, что с комбикормом Вот, только пока сыпется. самую следующую пока. Я пока эту заряжу. А проверить? Ну да, вон ту банку, которую ставили на самую утрику. Это банка, пятишка тут, да?
Тут мелко. Пятишка. Одна? Да. А, тут которая, так сказать, хорошая пятишка. Более-менее новая. Ну-ка. О, смотри сколько. Тоже штук 50. Несмотря на то, что пятишка. Вон, смотри. Ну, нормально. Вот тебе и мель, да? Ну. Я представляю, сколько за ночь сюда... А слушай, а может быть то, что подтемнело сейчас маленько, и они стали больше этот самый лезть? Может быть. Вон, тоже столько же, блин. Несмотря на то, что она вообще хорошо... Вот когда совсем прозрачная, она уж темнеет. Чем прозрачнее, тем лучше. Ну, если буквально 3-4 гранулы, чтобы потом это... Пускай едят, прикармливается место. А нет, потом, видишь, сыпешь в это ведро, они это... Нет, не жалко. Не, ну понятно, да, что не... Они потом в ведре Киснет. киснет комбикорм. Так-то они пусть, конечно, питаются. Не жалко. Вон. Ну. Ловись, рыбка. Нормально, да? Ну, вообще, придется знать, как там. Так, что? Тут там у нас что? Тут, Нет, вот тут вот. тут ничего нету, мы отсюда переставили вот туда, в самый край. Вот Ага. буквально недавно. И пятишка. Ну, перед уходом посмотрим потом все равно, что влетело. И так по кругу будем ходить. Да, мы отсюда тогда вообще не уйдем. Потому что будет клевать все лучше и лучше. Это тоже Тут, чуть-чуть мало стояло. тут фильтр, да? Да. ППРК не дребезжит? Что-то не дребезжит тут. Мало, да? Да. Мало, если даже нафиг не это. Смысла нету. Тут видишь, тоже может вот эта белая пластина пугает, нет? Да, завтра утром посмотрим. Да не, в принципе, они все рабочие. Как бы... Только та вот последняя, что я закинул, она как бы забирать оттуда плохо, без крышки. Я знаю, где надо вообще. Ладно, ночь пускай уже стоит. И потом убрать ее, да? Да. Что, тоже? Нет, немного есть. Можно высыпать. Штук 10-15, да? Да, десятка есть. Десяток есть. Зажрались уже 10 мальков, уже не мальки, да? Все, надо уже сразу, чтобы этот самый... По 50. Ну. Че, за ночь по-любому. Я тоже так думаю. Тут по пол коробки должны. А потом они со временем тоже выходят, наверное, да? Когда они съедают комбикорм, что там сидеть? Они начинают уже это, дырку искать, чтобы выход, я так думаю. Потому что чем дольше, по крайней мере, пятишки точно, чем дольше стоят, потом это, выходят оттуда. Тут что? Тут у нас этот кот. А, кот. Давай проверим, что. А, и убирать же надо. Котик, котик. Комбикорм тебе в ротик. Глубоко слишком. А нет, есть. Есть там даже что-то есть. 3 штучки. Ну и то вперед все. Кота убираем. Ну, свою маленькую лепту они тоже несли. Немножко. Ну, пожалуй, и все. Установили здесь раколовку. Здесь у нас фильтр. Там 3-4 фильтра еще. И пластиковых бутылок переставили раз-два. 2 в одной лунке. 3, 4, 5 пластиковых бутылок. Фильтр кинули вместо раколовки в большую майну. В общем, все ловушки установлены. Ну и вот, во время установок заодно и половили живцов. Это вот в одном ведре штук, я не знаю, ну штук 200 точно есть, наверное. И здесь... Ты закрыл уже, да, Влад? Закрыл, говорю. Вон, здесь вот второе ведро. Тоже где-то штук 300, наверное, как минимум. Мальки
вернее, даже слово, язык не поворачивается сказать их мальками. Гальяны речные крупные. Вон на подбор вот такие вот здоровенные гальянчики. На Печоре таких крупных нету. Это вон как озерный гальян, вот здоровенные. Вот. Сейчас самая проблема будет их довести до реки, закинуть в ловушку, ой, в ловушку, говорю, в тюрьму. И уже завтра мы поедем на проверку наших палок. Живцы у нас есть. Завтра проверим ловушки. Живцов будет еще больше. Но этих вывезем сегодня, потому что вывозить и сохранять тоже надо постараться. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. День живца прошел удачно. Помаши, Влад, ручкой. Пока-пока. Всем пока. Увидимся.